Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. О чем кричат вам ангелы с небес? О чем спешат вам сказать именно сейчас, именно в этот самый момент, когда вы нашли и открыли это видео? Ведь случайности не случайны. Судьба всегда ведет нас туда, где мы можем получить ответ, совет, либо подсказку. Загадайте на себя, пусть нужная и правильная информация вас найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, как интересно показали. Желание сердца вашего показали. Вы чего-то очень сильно хотите, но вы то ли переживаете, то ли разочарованы, то ли вам кажется, что это невозможно, что это нереально. Что бы вы ни делали, все равно в стену упретесь. А ангелы кричат вам о том, что ваше желание сердца вам по судьбе. И так или иначе у вас все получится. Вы все исполните и обретете гораздо больше, чем желали, да, либо заказывали, чем загадывали. И еще ангелы говорят о том, что помехи на вашем пути, либо страхи вашего сердца — это временно. Это временный характер, да, имеют эти все обстоятельства. Вы точно получите то, чего вы хотите. Вы точно это будете держать в руках, либо вы будете этим владеть, либо вы окажетесь тем, либо там, где мечтаете. Вам это по судьбе. В какой-то веке вы захотели именно то, что вам по судьбе, либо то, что вам действительно на роду написано. Помехи пусть вас не останавливают, все идет и движется своим чередом. И самое главное — это то, что вы получите гораздо больше, чем загадали, гораздо больше, чем просили. Это будет, как знаете, с надбавкой, наверное, да, с добавкой для вас. Это очень хороший знак. Прям тут лучше не придумаешь. Здесь нет каких-то специальных помех. Ну, например, там чужая злая воля мешает вам получить желаемое, либо сама судьба против, чтобы вы получили, либо темные силы там восстали против вас и мешают вам обрести желаемое. Нет, такого нет. Такого нет. Просто все идет чередом, все идет своим временем, и все случится, как по судьбе прописано. А по судьбе вам иметь то, что вы загадали, либо то, к чему стремится ваше сердце. Дальше ангелы предупреждают вас о каком-то очень неприятном человеке. Человек, который, ну вот прям обманет, мне идет, обманет. Насколько обманет, будет зависеть от вас. Либо прям сильно обманет, и вы прям расстроитесь. Либо так, знаете, немножко ведет вас в заблуждение, вы пожмете плечами, скажете: вот дает, вот талант, да, обманывать, и дальше пойдете. У человека какая-то родинка на лице, либо какой-то, ну, как знак, отметина. Допустим, это может быть шрам, это может быть какое-то пятно родимое, там, либо витилиго. Это может быть действительно, как я уже говорила, родинка, либо бородавка. Это прям, знаете, ваш глаз не пропустит. Это, наверное, первое, на что вы обратите внимание, смотря на этого человека. Человек, конечно, мастер слова. У человека прям выдающийся талант вводить в заблуждение. Но, тем не менее, будьте начеку. У вас есть хорошие шансы не допустить большого обмана. Угу. Ну, допустим, человек выдает себя за какого-то великого специалиста, который все может. Да? Вы верите в эту рекламу, в саморекламу, приходите к этому человеку и понимаете, что нет, это мошенник, это шарлатан. Да? Встаете и уходите. А кто-то, например, будет до конца верить, заплатит деньги и потом встанет и скажет: боже, да меня же развели, меня же обманули. Ну вот вас заранее предупреждаю, да, чтобы вы денежку свою все-таки не потратили. Да, возможно, вы потратите время, но вы можете избежать финансовых трат.
Это может быть и мужчина, и женщина, но вот на лице у этого человека есть знак. Тревожный знак, который должен вас предупредить о том, что это мошенник, ну, либо какой-то лжец, обманщица какая-то, да, мошенница. Еще у кого сейчас соперничество, да, вы с кем-то соперничаете, неважно, это любовь, личная жизнь, личное пространство, либо карьера, бизнес, вот какой-то момент соперничества. Вас хотят предупредить о том, что вы уже победили, и ваш соперник, либо ваша соперница, конечно, еще там пытается как-то показать себя, либо с последних сил пытается какой-то высер сделать, но все, уже песенка спета, уже прозвучал этот как гонг, да, либо как сигнал финиша, и вы уже победили. До человека пока еще не дошло, что он проиграл, либо она проиграла, но это все впереди. И еще показывают, что тот либо та, с кем вы соперничали, не сейчас, но через время признает вашу победу. И мало того, еще человек будет пытаться с вами как-то наладить отношения. Ну, типа вы его, либо ее гуру. И человек даже будет пытаться как-то у вас, не знаю, научиться там, да, вашему мастерству. Если честно, вы будете в шоке, вы скажете: Господи, вот еще чего не хватало, да, еще учить тебя, либо там дружить с тобой, либо какие-то дела иметь. Да, сейчас это кажется просто каким-то ненормальным событием, но в будущем так и будет. Человек будет там показывать зубы до последнего, пока все зубы не потеряет, а потом придет к вам и с этим земным поклоном и скажет: мастер, гуру, да, научи меня, я твой ученик, а ты мой наставник, да, вот как-то так еще будет. Вы уже победили, вы этого просто, наверное, не ощущаете, либо для вас это не настолько важно, но вы уже победили, равных вам нет, все, это факт. Это факт, и скоро ваш соперник либо соперница это признает. И еще, мои хорошие, для соперников либо соперниц в любви, ну вот если у вас там треугольник какой-то, либо сложилась такая непростая ситуация, да, где третий лишний, для вас буквально вот сама судьба вам подыгрывает, и я вижу, что на вашу сторону станет тот, с кем вы, например, за кого вы боретесь, да, либо кто является первой причиной того, что случился треугольник. Этот человек выберет вас, и этот человек станет на вашу сторону. И человек это делает сознательно, не под давлением, не под каким-то прессингом, внушением, шантажом, приворотом, а делает это осознанно и по собственному желанию, и как бы этот человек уже и сам, да, ставит во всем этом точку. Все как-то быстро очень случится, да, очень долго все тянулось, и там могли быть напряженные отношения, и нервные потрясения, и скандалы могли быть, но решится все очень быстро, и можно сказать, что это уже как решенный вопрос, просто еще как непризнанный, не озвученный. Дальше. Ангелы предупреждают о том, что вам нельзя проявлять слабость, нельзя проявлять мягкость в отношениях с каким-то человеком, либо в решении какой-то проблемы. Смотрите, если вы мягкотелый человек, наденьте броню. Если вы, скажем так, такой жалостливый человек, милосердный, то, наверное, нужно немножко себя разодорить и разозлить. Ваша доброта, либо ваше милосердие может быть использовано против вас. Честно, на голову сядут, да, и ножки свесят. И потом попробуй сними, либо сгони с головы, будут прям мучить вас эти люди, либо могут в такое вас втянуть, что и врагу не пожелаешь. Нужно включить на максимум принципиальность и жесткость. И только так общаться и вести дела. Особенно если это как-то связано со взаимоотношением с определенными людьми, родственниками, например. И также, если это какие-то моменты там, с оформлением там, каких-то документов, разрешений, справок, с чем-то вот документальным не идет. Вот жесткость должна быть, требовательность, да, что вот дайте сейчас, либо сделайте сейчас. Нет, значит нет, да, вот как-то так должно быть. Иначе вот вижу, что вам на голову могут сесть, потом тянуть с вас жилочки, пока все не вытянут. И очень сложно будет согнать этих людей, очень сложно от этих паразитов будет избавиться. Дальше показывает, что вы в чем-то были абсолютно правы,
и скоро придут подтверждения. И вместе с подтверждением придет и признание. И это будут не просто слова, а это будет что-то либо написанное, либо выгравированное, такое, что вот в руках можно подержать, да, что можно предъявить. Не просто слова, а конкретно вот предъявить. В чем-то были правы, все были неправы, вы были правы, и вы не поддались, да, всеобщему этому фону и остались при своем мнении. И вот придет подтверждение. Также, мои хорошие, если в каком-то споре, да, случился спор, либо вам кто-то не поверил, даже могли над вами там насмехаться, троллить вас могли, придет подтверждение и все решится, да, либо все встанет на свои места. Во-первых, для вас это хороший знак, знак того, что вы действительно умеете предвидеть, предсказать, просчитать наперед, что ваши аналитические способности впереди планеты всей. Ну и также для тех людей, которые вам не поверили, которые позволили себе достаточно скандально, неприлично и грубо с вами обращаться. Будет конкретное подтверждение. И еще про подтверждение тоже хочу сказать. Возможно, вы куда-то подавали документы, либо обращались, писали эти письменные обращения. Вам это скоро подтвердят. Подтвердят не только то, что получили, да, но и то, что вы там, не знаю, вас утвердили, вы имеете право, вы в программе, вы в списках, да, вот что-то такое придет. Вот это будет очень светлый момент, момент, который наполнит радостью ваше сердце, потому что вы уже, скорее всего, не ждете, либо вы особо ни на что не надеетесь, не планируете, да, и думаете, что скорее всего, выкинули мое обращение, либо даже никто не заметил. Нет, заметили, и, судя по знакам, уже даже, наверное, и подтвердили, и утвердили, и в систему внесли. Да, и вы скоро об этом узнаете. Дальше. Ангелы вас предупреждают по поводу каких-то поездок. И вообще говорят, что сейчас какое-то такое время, да, не самое идеальное для поездок. И, в принципе, если ты будешь ехать, то готовься к тому, что будут приключения. Ну, в таком немножко негативном аспекте, да. То есть приключения какие бывают? Веселые, яркие, да, а бывают такие, что вот проблема на проблеме, и вот ты там лихорадочно, да, в пылу событий пытаешься все это порешать. Ну, приключения могут быть. То есть если вы куда-то едете, поедете, собираетесь ехать, приключений не избежать. Понятно, что сильный человек скажет, да, мне будет так и интереснее, да, ничего. И такое было. А вот человек, который, например, ну, скажем так, с более тонкой душевной конструкцией, либо человек, переживающий стресс, либо человек уставший, да, для вас это может быть даже немножечко болезненно, да, неприятно и болезненно. То есть еще больше сил потеряете. То есть без особой крайней необходимости лучше, наверное, ну, никуда не ехать, да. А если вы прям думаете и понимаете, что окей, мне все равно, да, я пройду там через море, через горы, через лес, ну тогда как бы вы просто себя настроите к тому, что там будут приключения и просто их нужно пережить. Дальше показывают, что вы с повязкой на глазах в сторону какой-то женщины смотрите. Откуда у вас эта повязка, непонятно. То ли сами надели, то ли эта женщина на вас одела. И вам по поводу этой женщины были знаки, и знаков было много, и сны даже снились, и конкретные были какие-то события, которые вот прям были красноречивыми, но вы все равно из-за этой повязки ничего не смогли увидеть. И здесь как рекомендация отбросить вот это вот дружеское, да, и присмотреться посерьезнее, может там взять увеличительное стекло, присмотреться. Еще рекомендация, если есть дома освещенная вода, умойте глаза этой водой 3 раза. И также, мои хорошие, ну, доверяй, проверяй, такая рекомендация идет по поводу какой-то женщины. У женщины, понимаете, есть только свой интерес, а все остальные интересы по боку. И эта женщина, она мастер слова, она умеет втираться в доверие, и она умеет как-то располагать людей. Вот мне идет, да? Может, она пользуется какой-то магией, может, она обладает даром внушения, может, и гипнозом обладает, кто же ее знает. Вот вам были прям конкретные знаки. И тут, знаете, за что речь идет? То, что она может вас как-то подставить, либо что-то ваше себе забрать, либо
может даже вас заставить пожертвовать собой, либо какими-то своими приоритетами в ее пользу, да, в пользу ее интересов. И от нее ничего хорошего не жди, а жди только того, что она использует тебя и ноги об тебя вытрет и дальше пойдет. Вот как-то так мне идет. Женщина прям очень и очень эгоистичная. Хочется мягкие слова говорить, да, не хочется плохие говорить. Очень эгоистичная, и дружба с ней чревата разочарованием, болезненными ощущениями и, нехорошими обстоятельствами. Понимаете, тут и предать может, и подставить, и что хочешь может. Главное свой мед забрать, да. Вы ей помогаете, вы участвуете в ее жизни, может, не постоянно, не каждый день, но тем не менее. Вы ей много даете, а она вам дули крутит, извините, да. Причем сразу по две, да. 2 руками 2 дули крутит. Кукиш, не знаю, как правильно. У нас это называлось дуля, у кого-то называется кукиш. В общем, вот такая фигура, да. Понятно теперь? Вот она вам такое крутит. Поэтому будьте поаккуратнее. А знаки вам точно были, есть и еще будут по поводу этой женщины. Так, кто тут у меня в розовых очках? Ну-ка, признавайтесь. Розовые очки, да такие крупные. Ну да. На кого-то, либо на что-то вы смотрите в этих розовых очках и думаете: ой, какой хороший человек, либо ой, как здорово, как все замечательно. Но знаете, что розовые очки имеют свойство биться и биться стеклами внутрь, да? То есть болезненно биться. Вам, как совет, периодически хотя бы их снимать, а лучше научиться жить без них. Знаете, возможно, да, в вашем окружении есть человек, на которого вы очень много надежд возлагаете, либо человек, которого вы боготворите, либо у вас есть какая-то идея, которая вам кажется, все, венец, предел мечтаний. Но на самом деле не все так однозначно. Я не буду говорить, что там что-то плохое, да? Я буду говорить о том, что нужно быть реалистом. И да, эти розовые стекла могут разбиться об камни реальности. И вы посчитаете, что это судьба такая злая, несправедливая, что вас где-то обманули. На самом деле это все розовые очки. И желание быть на позитиве, видеть в людях только лишь лучшее, в ситуациях видеть лучшее и не замечать обыденное. Очки, наверное, лучше убрать. У кого-то еще может отыграться ситуация, поскольку фрагмент с левой стороны, что это не вы носите розовые очки, а какой-то человек рядом с вами ходит в розовых очках и все умиляется, восхищается. А как увидит реальность, так и вздрогнет, да, так и, не знаю, кортизол повысится. Поэтому вы как друг, подруга, либо родственник, родственница, любимый человек, вы должны немножечко человека так приводить, опускать на грешную землю, приводить в чувство и рассказывать, что, наверное, таки не все нужно видеть в розовом, и периодически нужно действительно смотреть, как оно есть, да, в реальность смотреть, а не через призму розовых очков. Дальше показывают какое-то астрономическое явление, как, знаете, какое-то тело на небе появится. Для вас это будет знаком перехода. Может, это какое-то затмение, может, полнолуние, может, новолуние. Может быть, это какая-то комета, может быть, еще что-то. Я не могу вам точно сказать, но это именно астрономическое, астрологическое явление. И благодаря этому явлению для вас прям знамение, что начинается новый этап, новая жизнь. То есть все теперь будет по-другому. Все начинает как будто бы перестраиваться кирпичик к кирпичику, да? Конструкция меняется. Скорее всего, вы с нетерпением ждете каких-то перемен, либо каких-то событий. Вы очень хотите покончить со своей привычной жизнью, вам хочется пожить по-другому, по-новому. И здесь конкретно пришел ответ, что когда появится это явление на небе, да, астрономическое, астрологическое, это и будет точка запуска, да, либо с этого дня вы вступаете в свою новую жизнь.
Что конкретно, не скажу, вы все разные. У кого-то это будет следующее там новолуние, а у кого-то действительно там какая-то комета будет лететь, да? Что-то такое мне идет. Но кто переживает, когда же, вот ждите, вы об этом увидите, услышите, узнаете, да? Об этом будут говорить, и конкретно вам попадется эта информация. Это и будет точка старта. Дальше показывают букву А, но она такая, знаете, дерзкая. Она как будто бы из рук выпрыгивает. Все хотят ее схватить, но никто не может удержать. Прям выскальзывает и выпрыгивает. Буква А — это всегда про новое начало. А у кого-то отыграется, что, возможно, какой-то человек на букву А, который не хочет никому конкретно принадлежать, да? Либо кого-то конкретного выбирать. Все его хотят, но он, ну, типа такой птица гордая, независимый. Но больше, конечно, похоже на какое-то новое дело, либо это, как, возможно, какой-то новый хороший вариант. Все хотят, но никто в руках удержать не может. Для вас идет подсказка. Подсказка заключается в том, что не держите крепко. Чем крепче вы держите, тем быстрее эта буква у вас выскользнет. А если просто так слегка держать, придерживать, даже не держать, а придерживать, то все и по-другому будет выстраиваться. Не хватайтесь, не цепляйтесь, не пытайтесь удержать любой ценой. Даже вообще, наверное, и особого интереса не нужно показывать, да? Нужно так, ну, интересно, но не сильно, да? Ну, важно, но не важно, да? Вот как-то так нужно себя вести, в общем, обыграть эту ситуацию, не делать как все, вот. Главное, не делать как все, и тогда эта буква достанется вам. Либо дело к вам отойдет, либо человек останется с вами, либо выберет вас, либо будет с вами взаимодействовать. Так, еще совет закрывать лицо маской. Может, это прямой совет, да? Носите маску. Хоть это и ужасно, носить эти маски, но для вас, наверное, это полезно будет. Опять же, вы все разные. У кого-то, может, там, не знаю, пожар, у кого-то еще что-то, да, какой-то выброс нехороших веществ в атмосферу, может, еще что-то. Может, чтобы вас не узнали, понимаете? Ну вот носите маску. И также, если мы говорим в эзотерическом смысле слова, то не выказывайте, не показывайте своих истинных намерений, своего истинного отношения, ну и скрывайте то, что вы думаете. Не говорите об этом. Маска вас защитит. Вот конкретно маска защищает, поэтому нужно носить маску. Допустим, вы ходите из дома, да, надевайте маску. Встречаетесь с какими-то людьми, надевайте маску. Пусть они думают, что вы там глупенький, либо глупенькая, а вы при этом очень глубокий, серьезный человек. Ну, важно все-таки, да, быть в маске. А кому-то важно конкретно носить маску, когда вы ходите на улицу. Да, ну, мало ли, да, живете в разных местах, там, что может происходить у вас с экологией, с этой средой внешней, да, что-то может быть. И желательно носить маску. Так, еще с правой стороны. Я вот не пойму, вам кто-то дороги перевязывает, клубочки сматывает. Человек, который считает, что таким образом он вас хранит и бережет, что, чтобы вас не обидели, да, либо чтобы вы не разочаровались. Кто-то перекрывает вам дороги. С одной стороны, да, это плохо, но с другой стороны, человек типа якобы вас защищает. С такой защитой перемен точно не будет. Человек скорее, да, решил таким образом и свою цель реализовать, и в то же время в ваших глазах типа показаться лучше, чем есть. Смотрите, допустим, вы мужчина и женщина, да? Женщина амбициозная, мужчина, наоборот, приземленный. Женщина говорит, вот я хочу там бизнес открыть, я хочу то, я хочу все. А мужчина такой думает, ах, это же она бизнес откроет, она же станет успешной, и я как бы для нее потеряю вес, да? Либо он думает еще, ее будут окружать другие люди и другие мужчины, а вдруг она там с кем-нибудь роман закрутит, и я ее потеряю. Либо он думает, а вдруг ее кто-то обидит, а вдруг там что-то не так пойдет, да, это будет стресс, это будет истерика, это будет травма, и, ну, как бы я не смогу ее уберечь. То есть там, в принципе, может быть что угодно, да, может даже несколько версий.
И вот этот человек, он начинает скручивать ваши дороги. То есть, в принципе, вас обманывать и говорить, что это невозможно, либо надо подождать, либо он начинает вас буквально отговаривать, говоря, что вот там все схвачено, куплено, нужны связи, нужны там способности, талант, а ты типа у меня не такая, не такой. С одной стороны, можно понять, но не стоит. Вы знаете, закрытые дороги — это хуже всего, да, вот худшее, что может человек встретить в своей жизни. Даже если человек пойдет и ошибется, это будет опыт, это будет польза, это будет рост для души. А вот сидеть и ничего не делать — это очень плохо. Тем более я вижу, что вы талантливый человек, и я вижу, что эти дороги для вас важны, они нужны вам для того, чтобы не в депрессии находиться, а для того, чтобы себя вот эту старую программу снимать и, да, прокачиваться, апгрейды проходить. Поэтому либо поговорите с этим человеком и объясните, что да, это ваш путь, и что бы там ни было, успех либо ошибка, а вы хотите это пройти. Ну и также поговорите о том, что там, не собираетесь его оставлять, бросать, либо на кого-то менять, да, чтобы человек успокоился. Ну и так скажите, чтобы не завидовал, да, наоборот, не завидуй, но гордись мной. Это лучше, чем завидовать. То есть здесь разговоры именно важны и нужны. Вот. Не надо обижаться, просто нужно поговорить. Это не должно быть поводом для вашей ссоры, и это должно быть поводом для серьезного разговора между вами. Это может быть любая комбинация. Муж с женой, там, родители, ребенок, подруга с подругой. Понимаете, любая комбинация. Два человека. Один хочет идти, а другой ему дороги путает и в клубки заворачивает. Дальше. Вот тут показано, что какое-то несчастье счастье принесет. Какая-то ситуация, где как будто бы вас подстрелили, да, стрельнули вас стрелой. И эта стрела прям застряла. И я вижу, что на этой стреле зеленые веточки появятся, цветочки, веточки, а потом, наверное, и ягодки будут. Может, это какая-то компенсация за прошлое, да, вот действительно вас кто-то обидел, и там какая-то, может, и травма, и проблема произошла, и теперь вы получите компенсацию. А может быть, это ситуация, когда вы, имея прошлый опыт, теперь уже будете действовать по-другому, и те люди, которые опыта не имеют, ну, как бы мимо пройдут, а вы, наоборот, вот прям, смотрите, зеленые веточки, ну, как деньги, да, результаты, плоды получите. Это хороший знак. Еще. Показываю человека, у кого совесть нечиста, и совесть мучает этого человека. Человек вокруг вас кругами будет ходить. Хочется признаться, но страшно. Либо человек, может, даже что-то в доме вашем оставил, типа подклада, порчи, и теперь совестно хочет назад забрать. Если человек будет прям очень сильно напрашиваться в дом, пусть идет, пусть свою порчу назад забирает, она против него и отыграется. А если человек вот хочет, как признаться, сказать, ходит кругами, ну тогда можно и помочь, можно прямо усадить этого человека и с пристрастием расспросить. Да, и человек вам все расскажет, во всем признается. Правда, вы, конечно, очень разозритесь, когда все услышите, узнаете. Но с другой стороны, если вот так прям подумать, человек же остановился, человек же все-таки совесть до сих пор не потерял, да, не истратил всю, значит, есть какая-то надежда на то, что человек может в будущем и исправить ситуацию, да, либо вести себя совершенно по-иному. Но вижу, что злиться очень будете. Вам не понравится то, что этот человек сделал, либо то, что этот человек расскажет. Так, кости. Кости. Вас пригласят какие-то кости перебирать. Поняла, перемывать. Возможно, вы встретитесь с какими-то друзьями, подружками, и вот они кого-то будут разбирать по косточкам, обсуждать. И вас они приглашают присоединиться к этому разговору. Вам нужно просто максимально развернуться на каблуках и бежать, куда глаза глядят. Этот разговор, он может очень плохо закончиться. В плане того, что человеку могут доложить о том, что вы его обсуждали, ее обсуждали. Вас могут накрыть поличным, и там уже, знаете, ничего не докажешь. Не докажешь, что это не вы инициатор, не докажешь, что вы особо ничего и не говорили, что вы вообще были против этого разговора, да? Вот, избегайте общения там, где кого-то обсуждают,
кому-то кости перемывают, перебирают. Ни в коем случае. Держитесь подальше, бегите как от огня. Иначе будет большая неприятность. Иначе будете оправдываться. Но я не могу сказать, что получится, да, что вам поверят. Вас как будто, вы знаете, под одну гребенку всех гребут. И вы в одной линии, да, идете. Поэтому не надо. Я не вижу, что вы сплетник, либо сплетница, что вы там прям любите кого-то обсуждать, либо заниматься таким делом неблагородным. Но так может случиться, да, что вы окажетесь в кругу людей, и все это будет накрыто, раскрыто, и потом будут очень серьезные и долгие последствия. Поэтому нет, не надо. И если вас заранее предупреждают, значит, вы можете избежать. Дальше. У кого-то дома ваш хранитель очень сильно возмущен. Ну, смотрите, это может быть и дух-хранитель, это может быть и этот пресловутый домовой, это может быть и берегиня, да кто угодно может быть, да, много сущностей, которые живут по соседству с нами, и ваш дом считают своим домом, и да, по-хорошему, по-своему берегут, защищают, помогают. Но вот вижу, что ваш хранитель дома очень недоволен тем, что ну вот как-то вы его не уважили, наверное. Не знаю, вы оставляете какие-то угощения, вы подкармливаете. То есть ну, есть такая традиция, да, вот, например, там на Пасху, я знаю, там бабушка всегда кусочек пасочки там куда-нибудь там на печку, за печку ложила, либо там в холодильник, я помню, тоже там конфетки иногда подкладывала. Вот. Вы давно ничего такого не делали. У вас дома холодом пахнет, веет. Вам нужно обязательно уважить своего хранителя, либо хранительницу, какое-то угощение поднести. Ну, сейчас вы можете действительно там хлебушек купить, булочку какую-то купить, либо конфетки какие-нибудь, да, и куда-нибудь повыше положить, там, повыше на полочку, либо на холодильник обычно. Вот на холодильник самое идеальное место, туда подальше засунуть и своими словами поговорить, извиниться, объяснить, что ну, бывает, и такая загрузка, столько неприятностей. И я вижу, что у вас дома потеплеет, и тут и атмосфера в доме поменяется, и меньше ссор будет, и меньше болеть будете, и дети будут более послушными, и даже вот как-то по-другому там растения будут реагировать, там меньше плесени будет, да, вот ваш хранитель будет помогать. Ну, может, вы забыли про это, да, бывает, все же не упомнишь, может, вы в принципе про это не знали, да, может, вы недавно переехали, но вот хранитель недоволен, он вам по ночам спать не дает, я это вижу, и вижу, что дома как-то холодно и сыро, и все потому, что хранитель недоволен. Ну, я вам сказала, что делать, обязательно делайте. Конечно, звучит ну, такое, как детское, да. Вот даже если не верите, все равно сделайте. Ну что, вам жалко конфетку положить на холодильник, да, и сказать, что хранитель, угощайся, либо там домовой угощайся, либо берегиня, бери, прими дар. Ну, несложно, это и 2 минуты займет, а то и того меньше. Но польза придет, и я эту пользу вижу. И вы ее увидите, и ощутите. А потом будете делать на постоянной основе, подружитесь со своим хранителем дома, и вообще у вас дома будет и хорошо, и чисто, и уютно, и зло будет обходить ваш дом. Чего вам искренне и желаю. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.